Где находится старинная икона Николы Угодника? Как помочь нуждающимся и кому дозволено рубить шашкой и метать ножи? Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Никольская вокзальная церковь во имя святителя и чудотворца Николая расположена в городе Уфе по улице Вокзальной. Она является памятником архитектуры и истории Республики Башкортостан. Церковь ведет свою историю с 1896 года. Никольская вокзальная церковь была построена железнодорожниками, поэтому она имеет такое наименование – Никольская вокзальная церковь. Когда был открыт вокзал, станция Уфа, то на склоне горы поселились железнодорожники и построили для себя церковь. Это был деревянный сначала храм, который вскоре сгорел, и был сооружен уже каменный храм, который был освящен в 1898 году. И этот храм был построен в память помолвки последней царской четы, царя Николая, и был освящен в честь святителя чудотворца Николая. Никольская вокзальная церковь и сейчас, получается, имеет двух покровителей святителей чудотворца Николая и святых царственных царстотерпцев. Прежняя Никольская церковь была очень красивой, представляла собой пятикупольный храм. Храм, как говорит нам историческая справка, был расположен в самом таком бойком месте города. Железнодорожный вокзал, все прибывали в город через электрички, через поезда, и на самом видном месте был расположен. Поэтому этот храм был и закрыт самый первый в Уфе в 1921 году. Затем сразу здесь был открыт уже клуб. Впоследствии был разрушен, внешне не осталось ни куполов, ни частей. В 1951 году было нанесено серьезное изменение, пристрой сделан. И, как мы видим сейчас, это здание так и сохраняется. Здесь находится институт железнодорожный и занимает в основном все здание. Только часть здания представлена для храма. Сейчас ведется работа по передаче этого здания храму Никольской вокзальной церкви, приходу епархии Уфимской. На обустройство ушло несколько лет. Прихожане и студенты железнодорожного техникума помогали восстановить святыню. В 2005 году по благословению владыки Никона мы совершили первый молебен святителю Николаю. Затем был устроен алтарь, были привезены иконы. И в первую очередь владыка Никон передал храмовую икону святителя чудотворца Николая, которая расположена справа от алтаря. Как и положено, храмовые иконы, они располагаются справа. Все остальные иконы, которые мы видим в храме, это в основном были принесены верующими, потому что мы иконы собирали от прежнего старого храма, практически и не сохранились. По рассказам жителей окружающих, что когда храм закрывался, иконы забирали, уносили, прятали где-то. Вот здесь был рядом два детских сада, прямо где кольцо трамвайное сейчас. Когда их разбирали, в 2006 году, в 2005 сносили и вели эту работу здесь по реконструкции привокзальной площади, то там находили строители в стенах домов, детских садов, какие-то иконочки. Конечно, их не принесли, а куда-то их унесли, разнесли. Некоторые иконы старинные, но их не так много, которые были переданы тоже в дар этому храму. Икона Воскресения Христова, которая считается главным образом православным. Этот образ используется каждый воскресный день. Мы поклоняемся и прославляем воскресшего Господа. Каждый воскресный день – это Малая Пасха. Поэтому образ Воскресения Христова, он всегда близок и всегда расположен в воскресные дни на центральном аналое. Есть еще икона, которую передали нам. Это собрание святых. Она не часто встречается. Здесь изображен святой праведный отрок Артемий Верхольский, затем святые Флор и Лавр, Власий и
святые мученицы Анастасия, Иоанн Предтеча, архангелы. Вот, и изображены животные. Животные, скорее всего, изображены, потому что Артемий Отрок праведный был пастухом, он заботился о домашнем скоте. И мы знаем слова Соломона, который говорит в «Премудростях Соломоновых», мы читаем: «Блажен всякий, заботящийся о скоте». Поэтому и мы, когда заботимся о окружающих, нас, животных, о тех животных, которых мы или держим сами в домах, либо вообще о той природе, которую дал Господь и сотворил, мы исполняем служение свое. Мы достойно относимся к тому, что нам вручил Господь. В будущем проектом предусмотрено оформление парадной входной группы с небольшой колокольней, а главный вход в храм будет традиционно расположен напротив алтаря. Храм, как и все приходы православные, он несет какое-то послушание. И у нас по благословению владыки Никона организовано питание бездомных, тех людей, которые в крайнем положении, в трудной ситуации оказались. И приходит достаточно много людей, которые узнают, что можно покушать, можно получить какую-то поддержку или в одежде, или в пище. У меня сын есть, у меня дочка есть. Мой сын отдельно живет. Дочка в Татаре отдельно живет. Я в этом нахожусь. Социальное учреждение. Порой количество, конечно, этих людей доходило до 100 человек ежедневно. Но сейчас немножко меньше, потому что и в городе организованы места, где их тоже принимают, и также кормят, и дают ночлег, но у нас только питание. Храм помогает одеждой, кормит хорошо. Тут насчет работников храма претензий нету. Каждый день в 15 часов трапезная Никольского храма открывает двери всем нуждающимся в пище и тепле. И каждый день сюда приходят люди, зная, что их обязательно накормят и поддержат добрым словом. В настоящее время ежедневно собираются от 30 до 50 в среднем человек для того, чтобы покушать, пообедать, попить чай, получить какую-то помощь в одежде. Конечно, это требует много продуктов питания, много сил, поэтому если кто-то желает поучаствовать в этом благом деле, мы с радостью примем эту помощь. Конечно, это прежде всего, и это важнее всего для человека, для верующего человека или просто для желающего помочь близким своим, потому что на самом деле, если приносят продукты, то не хватает времени поучаствовать, как-то что-то или приготовить, или раздать эту пищу горячую уже, которая приготовлена. Поэтому, если есть такие желающие, да, ждем для участия в этом служении, в помощи, хотя бы, насколько это возможно, хотя бы это будет единовременно, с радостью можно поучаствовать, познакомиться с этим служением, таким, на самом деле, интересным и в то же время, конечно, нелегким. Я из Калужской области. Приезжал на похороны, ехал с Карлы на электричке. Задремал рано утром. Меня толканули. Сказали, вас, наверное, обокрали. Я сунулся по карманам. Денег нет, задний карман. Женщина мне крикнула, у вас карман отрезан. Я сунулся, 5000 нет. Остался без денег. Мне это сказала женщина, хоть обратись, может, помог. Мы надеемся, что этот храм вновь обретет свое величие и так же, как и раньше, будет радовать прихожан своим колокольным звоном.
23 сентября в Иоанно-Предтеченском соборном храме города Кумертау епископ Салаватский и Кумертауский Николай совершил молебное пение на начало всякого благого дела, который предварил открытие второго межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий спас». Сегодня состоялся казачий межрегиональный фестиваль «Казачий спас», в котором приняли участие коллективы как хоровые, так и спортивные из различных уголков нашей страны. Это мероприятие стало традиционным, и оно проходит уже второй год на базе города Кумертау. По традиции его организаторами является администрация городского округа города Кумертау и Салаватская епархия Русской Православной Церкви. Традиционное мероприятие было начато православного молебна, во время которого было освящено казачье знамя. Благословляется, освящается знамение сие воинской в крепости и утверждении христоименитому воинству казачьему. И в победу на все враги окропление воды сия священное. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Благословляется, освящается знамение сие воинской в крепости и утверждении христоименитому. По окончании богослужения владыка обратился к собравшимся с приветственным словом и благословил на участие в фестивале, который в городе Кумертау длился 2 дня. Как испокон веков это и должно быть, было и будет на Руси. Каждое дело начиналось с молитвы. И сегодняшнее наше молебное пение, как никогда яркое тому подтверждение. Начало фестиваля с молитвы здесь, в храме в честь великого пророка Божия, предтечи и крестителя Господня Иоанна. И хотел бы отметить, что во многих воскресных церковных приходских школах в этом учебном 2016-17 годах открыты казачьи классы. Я хотел бы выразить надежду, чтобы и это наше дальнейшее сотрудничество. А мы знаем, что казак без веры не казак. Это наше сотрудничество и в дальнейшем продолжалось, укреплялось и приумножалось. Помоги всем нам, Господь, дорогие мои, с праздником, с началом и открытием фестиваля «Казачий спас», казачьей культуры. Люба! Люба! Пожалуйста, нашего каравая. В Республиканском центре народного творчества «Дуслык» состоялось торжественное открытие второго межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий спас». Так, это спас, что ли? Как называется? Это политическая структура. Там написано все документы. На праздничном концерте выступили казачьи и народные творческие коллективы Самарской, Оренбургской области и Республики Башкортостан. Впервые на фестивале казачьей культуры была внесена новая номинация фестиваля «Духовное песнопение». Ермолаево на территории Свято-Тихоновского храма было
освящен крест-памятник, который посвящен всем казакам, павшим во время гражданской войны, и также всем казакам, послужившим на благо Отечества и нашей страны. Торжественное освящение возглавил преосвященнейший владыка Николай в сослужении настоятеля храма, протоиерея Сергия Ветрова, руководителя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством, и также казачьими духовниками Салаватской епархии. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Благословляется, освящается знамение сие крестное крапление воды сия священное. Благодать Святого Духа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляется, освящается знамение сие крестное крапление воды сия священное. Благодатью все Святого Духа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благословляется, освящается знамение сие крестное крапление воды сия священное. Благодатью все Святого Духа во имя Отца и Сына и Святого Духа. Уважаемые духовники казачьих объединений, станиц, Ваше Высокопреподобие досточтимый отец Сергий, уважаемые прихожане Тихоновского храма, гости и жители села Ермолаев. Сегодня мы присутствуем поистине на историческом событии и участвуем в нем, когда в рамках второго ежегодного межрегионального фестиваля казачьей культуры «Казачий Спас» мы совершили освящение крестного знамени в память погибшим и раскулаченным атаманам и казакам в годы революционных волнений, в годы репрессий, а также в годы Великой Отечественной войны, которые погибли, сражаясь за православную веру, за наше Отечество, за наш народ, за нас с вами. Пусть же Господь хранит их в своем Царстве Небесном. Слышит их молитву о нас недостойно. Простит им все прегрешения, а по их молитвам и наши грехи. Аминь. Затем владыка направился в город Кумертау, где в городском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина казаками Уфимского Табынского отдела Оренбургского казачьего войска Союза казаков России были организованы соревнования по метанию ножей и рубкой шашкой. Начали. 4, 8. Первое место в соревнованиях по метанию ножей занял руководитель отдела Салаватской епархии по военно-патриотическому и спортивному воспитанию, клирик Успенского кафедрального собора города Салавата иерей Олег Кабуков. Победители и призеры соревнований были награждены дипломами и медалями. Такой фестиваль нужен для того, чтобы показать быт, сущность казака, показать их традиции, показать их культуру. Такие фестивали, они, в принципе, должны быть везде. Такое развитие казачества, это в дальнейшем сыграет большую роль, потому что люди вспоминают свои корни. На территории Башкирии очень много было станиц казачьих. Здесь с 1574-72 года первыми сюда, на эти земли, пришли стрельцы вместе с казаками и строили здесь крепость, строили здесь жизнь.
27 сентября, в праздник воздвижения честного и животворящего креста Господня, в одноименном уфимском храме митрополит Уфимский и Стрельтамакский Никон возглавил праздничное богослужение. После совершения божественной литургии владыка возглавил праздничный молебен, крестный ход вокруг храма и поклонение честному кресту. Затем митрополит Никон обратился к верующим со словами назидания. История до нас доносит следующее, что в 323 году святой равноапостольный царь Константин, когда стал объединять северную и западную части Римской империи, он видел на небе крест с надписью под ним «Сим победиши». И в 323 году объединил западную и восточные части Римской империи. И таким образом первый в истории древнего мира установил, отменил гонение на христиан. И после этой победы, после объединения, он во что бы то ни стало поставил себе задачу отыскать крест, животворящее древо креста Господня, на котором был распят Господь и Спаситель мира. Нашли 3 креста и стали попеременно над умершим человеком их осенять, умерших людей, умершего человека осенять постепенно 3 этими крестами попеременно, и от одного из них человек ожил. И тогда все поняли, это животворящее древо креста Господня. Во время этого обретения присутствовал иерусалимский патриарх Макарий, которого народ, собравшись во множестве тысяч, просил, что всем невозможно было многотысячной толпе приложиться к этому животворящему кресту. Тогда народ стал просить и умолять, чтобы патриарх Макарий поднял этот крест, взойдя на вершину Голгофы, поднял этот крест, чтобы все увидели животворящее древо. Патриарх исполнил эту просьбу, воздвиг этот крест, и по время воздвижения люди пели «Господи, помилуй». И это было в 326 году. И частички этого животворящего креста в последующем растеклись по всему миру. В нашей епархии тоже имеются эти частички. И мы с вами, прославляя древо креста Господня, обращаемся распятому на нем Спасителю и Господу нашему. Обращаемся с тем, чтобы Он просил нам наши согрешения, потому что на этом кресте Он пострадал добровольно ради нас, человеков, ради нашего спасения, взяв грехи всего мира. История доносит до нас следующий состав животворящего древа креста Господня. Он в честь Троицы 3 составен: кедр, певк и кипарис. Мы с вами, прославляя животворящее древо креста Господня, должны помнить, что мы, нося на себе, на своей груди крест, сораспялись Господу, сораспялись, страдаем вместе с Ним, и мы обращаемся, чтобы Он всех нас помиловал в будущей жизни и помогал нам в жизни сей. Всех вас поздравляю с праздником, дай Бог, чтобы нам, всем с вами, собиравшим здесь, причащающимся и исповедующимся, чтобы нам с вами все здесь пребывание в храмах было во спасение душ и телес наших. Аминь. Всех вас благословляю. Храни Господь.